А даже коровы ходят по горам, смотри, вот там. Всем привет, друзья! Сегодня мы едем в зоопарк, якутский зоопарк Орто-Дойду. Находится он, оказывается, достаточно далеко от города, мы уже где-то полчаса едем. Просто хотел вот остановиться, начать снимать местность. Очень красивая тут местность, вот едешь, такие сопки вокруг. И на всех сопках мне очень понравилось. Пасутся лошади и коровы. Причем пасутся вот так вот, прям вон по склонам, прям вот так ходят, траву объедают. Не знаю, видно, не видно, сейчас попробую поближе заснять. Главное, чтобы они меня не испугались. Вот какая уже погода хорошая. Вот так вот. Лошади пасутся сами по себе. Также они зимой постоянно ходят. Испугались меня. Эти сопки напоминают мне мои родные сопки Воронежской области. Рабочий поселок Подгоринский. Подгорная. Кстати, всем привет. Может быть, кто-то меня смотрит из моей родной деревни. Привет вам всем из Якутии. Посмотрите, здесь примерно такие же места, как у вас, как в нашем родном Воронежском крае. Привет всем моим родным. Не знаю, когда теперь к вам смогу в гости приехать. И так-то редко приезжал с Питера. Сейчас даже не знаю. У сестренки у меня, у Иришки, свадьба скоро, в июне. А я вряд ли смогу попасть, к сожалению. Привет всем. Тетя Наташа, Андрей, Иришка с Олей. Тоже сестры двоюродные. Тетя Лена, дядя Саша. Всем, дядя Сережа. Всей семье. Правда, здесь сопки выше. Так что вот так вот экскурсию нашу сегодняшнюю в зоопарк мы начали со встречи с лошадками и коровами. Ребята сказали, что мы пока не очень сильно торопимся. Разрешили мне подняться вон туда. Поснимать оттуда панораму. Что, вперед? Выглядит это всегда проще, чем окажется на самом деле. Да, непростой подъемчик. Это еще без рюкзака. Сейчас передохну. Минут 5, в принципе, не ушло. Не так много. Нормально. Я думаю, будет сложнее и дольше. Крутяк. Первый раз я нахожусь вот. Считайте, сейчас на ваших глазах я впервые предвкушаю весеннюю природу Якутии. Так вот. Ну, ходил же, снег был зимой. Первый раз я забрался. Ну, почти, блин, лето, считай. Круто. Хоть снег еще и лежит. Это уже так по-летнему. Тепло уже. Блин, вообще круто. Слушайте, мне кажется, я тут просто офигею летом. Вот посмотрим, что на Иланку поедем. Там должно быть очень красиво. Даже говорят, есть водопад, который только по весне там течет, потом засыхает. А еще я серьезно задумаюсь о покупке квадрокоптера. Решил, наверное, деньги, которые откладываю на машину, потратить частично на него. Все-таки он мне тоже нужен. Здесь обратил внимание на интересную особенность. Видите, как горы, как эти сопки, какой рельеф имеет, ступенчатый. Прям очень необычно, я такого нигде не видел. Ребята говорят, ну это здесь, в этой местности. И вот на той стороне Лены тоже так же. Почему они такой рельеф имеют, я, если честно, не знаю. Ребята говорят, что, ну, вот единственную теорию, которую я слышал, что из-за того, что здесь был берег моря или реки, вот она, если так вот разливалась от этого до той стороны, такая широкая была, вот вода размывала и такими ступеньками намыла почву. Но это же когда было? Много-много-много тысяч, наверное, лет назад. Не знаю, в общем, этот вопрос мне что-то стало интересно поизучать, поспрашивать. Почему так? Ну вот очень интересная особенность, реально. Я такого еще вот сколько видел сопок, нигде не встречал.
Так, зоопарк находится примерно в 40 километрах от города. Народу сегодня много. Выходной. Вход 300 рублей. 300 рублей. Да, посмотрим, какие животные тут представлены. Это стерх. Ну-ка. Привет, дружище. Разрешите взять у вас интервью, молодой человек? Как ваши дела? Как живется тут в вольере? Рассказывай. Ты ведь у нас благородная птица, уважаемая всеми. Ладно, давай, пока. Павлины тут есть даже. Самец и самочки 3. Неплохо ему живется там. Вот, да, глухарь. Это вот эти глухари, на которых охотятся, да, получается? Да. Да? Ну-ка, как ты говоришь? Какой кабак? О, тут глухарь-то. Да? А это у нас самочка глухаря, да? Девочка. Здесь сидит фазан. И вот я никогда не видел фазанов. А вот он какой. А здесь фазан обитает? В лесах нет? А глухарей много, я смотрю, да? Глухарь каменный. Это другая разновидность, да? Не боится, смотри. На палец лучше не сувать, да? Ух ты, это павлин такой. Белый, ничего себе, самец. Бородатая неясыть. Ну повернись к нам. О, молодец. Привет. Так, это кто было? Поэтому решили подписывать не надо, да? Белая ворона, кстати, да? Орлан белохвост. Смотри, как можно зато. Привет. Любопытный какой орланчик. Это кто? Ястреб. Ястреб-стервятник. Какие благородные птицы тут кругом. Привет. У них реально тихий час. Все дрыхнут. Вот смотри, прям поголовно. Как мне так в одно и то же время все спят? Интересно. Писец. Писец. Идем, идем. Ой. Разбудили тебя, да? Отдыхай, отдыхай. Так, вот тут еще террариум есть. Щука, что ли? Щука обыкновенная. Ничего себе, у тебя глаза странные. Что-то с тобой не так. Да, привет. Хорошо видеть. Да, спасибо. Не знали. Игуана обыкновенная. И тут вольер с белой медведицей. Пахнут, да? Я представляю. Попробуем приблизиться поближе. Мы время выбрали самое сонное у животных. Спит наша медведица. Ее зовут Колымана. К ней привозили самца с Санкт-Петербурга. Звали его Ломоносов. И у них родилась девочка. И вот эту девочку забрали в Питер. Увезли. Были условия, что если родится мальчик, останется тут. Если будет девочка, то ее увезут в Питер. Вот в итоге родилась девочка, ее увезли. А родившуюся девочку назвали Харчана. Харчана по-якутски это Снегурочка. Так что у нас теперь есть в питерском зоопарке якутская Снегурочка Харчана. Самка белого медведя. Давно это было? Год назад, да? Она еще маленькая, годовалая получается, да? Вас, наверное, удивляет, почему я в шарфе. Шею застудил. Еле шевелится. И вот нашел шарф, привез его. Это мне подарил Димончик Комендантов, дружище мой. Димон, здорово тебе. Шарф привез мне из Испании. Хоть я не фанат футбола, и если сравнивать, мне больше нравится Барселона, если уж на то пошло. Но шарф у меня Реал Мадрид, так что вот сейчас хожу в нем. Держи, ломай. Блин, такой хлеб свежий, я бы сам его поел. Так, давай. Ломай.
сильно. Как Вера, бросай? Рысь, привет. Как дела, киса? Не здорово здесь зоопарк устроен. Находишься, в принципе, как на природе. Не то, что вот как бывает зоопарки же, да, где-то внутри там города, в зданиях. А тут вот, пожалуйста, сопки прям рядом. Пруд вон. Прикольно сделано, мне нравится. Мишка бурый. Миша! Какой ты здоровый, а! Ничего себе! О, блин, какой гигант! Я с тобой в лесу не хочу встречаться. Вот так вот за решеткой-то стрёмно. Надеюсь, если наши дорожки пересекутся, то мы с тобой не будем вступать в конфликт, да, Мишут? Я тебя уважаю. Ты сильное животное. Обалдеть, какой крупный. Камеру хочешь понюхать? Смешно спит Миша. Лапки такой поджал. Привет. Че, как дела? Я вон с твоим другом пообщался. А ты самочка? Девочка, нет? Балдеешь, да? Что у тебя с лапкой случилось? Ага. Почти достала. Ладно, давай. Пока. Пойду я дальше. Дошел еще до одних опасных животных. Волки. Черные отдыхают. Волк серый спит. Тут даже есть амурский тигр. Только его не видно. Наверное, внутри вольерчики. Это что, корова и козел тут у нас? Ну, вас мы уже видели. Приятного аппетита. Суслики. Кто это? А, здесь косуля. Но я вижу, что бегают. Как их назвали-то? Еврики. Забыл их. Как местных сусликов зовут, как ты знаешь. Связано что-то с евро. Ух ты! Верблюды тут есть. И вы отдыхаете, да? Сейчас как плюнет. А это вот так выглядят яки. Что ты злишься? Ладно, ладно. Пойду я. Ну что, будешь мою камеру пробовать на вкус? Я тебя правильно понимаю? Да? Что ты, лизнуть ее хочешь, ну? Северный. Ты бери. Вот местные жители сами северным оленем радуются в зоопарке. Словно лампочки включаются улыбки. Тогда наверняка запляшут облака. И кузнечик запиликает на скрипке. Какие старые песни хорошие пели раньше. Ну все, давайте. Мишки, всем пока. До новых встреч. Конечно, надо еще сходить покушать в кафе Астык. Напротив зоопарка находится. Сейчас заценим, какая тут местная кухня. Так, вот интересно, тут несколько кафешек, я так понял, не одна или одна.
Сейчас пойдем на второй этаж. Тут заказываем, мы идем на второй. Так, ну что, традиционной якутской кухни не нашли. Это какой? Свиной шашлык, да? Свиной. Свининка, в общем. Зато только что приготовили и сразу кушаем. Да, вот сидим на втором этаже. Такая вот у нас верандочка. Ну что, всем приятного аппетита, детки. Помашите нам. Сели мы на очень старое колесо обозрения, которое, как я понял, вывезли с Якутска, там поставили новое. Сюда привезли. Это пока как альтернатива квадрокоптеру. Ну все, мы все обошли. Еще раз хочу подытожить, зоопарк очень понравился тем, что он прям вот вписан в окружающий ландшафт. То есть, по сути, это вот природный массив, на котором построили все эти вот вольеры, домики поставили и вписали в это. Ну, для меня, я первый раз посещаю такой зоопарк именно, ну, хотя я их не так много посещал, ну, в городах, там все-таки это как-то в городе, да, вольеры, там все сделано, а тут прям вот ты гуляешь на природе и смотришь на животных, то есть, ну, как-то вот, как-то это ощущается немножко по-другому, более, что, скажем так, близко к природе, что ли, я не знаю. Так что, да, здорово. Приходите в зоопарк. Я думаю, все, кто живет в Якутске, были здесь, наверное. Давайте, всем пока. До следующих новых интересных мест.